Не рассматривается вопрос еще большего My упрощения? sme sa bavili celou okolností aj teraz pri stretnutí s priateľmi, s pánom gubernátorom o vízach. Vízová povinnosť pre nás má dva rozmery. Мы говорили об этом вопросе, рассматривали его не один раз, говорили также и с господином губернатором Санкт-Петербурга. Для нас этот вопрос имеет как бы две позиции. Tá jedna je ako člena Európskej únie a účastníka Schengenskej dohody dodržiavať určitý rámec pravidiel. Мы являемся членом Европейского Союза, мы являемся членами Шенгенской зоны. И для нас в обязательном порядке являются определенные правила. A preto na druhej strane ale máme strategických partnerov, Ruskú federáciu, máme suseda Ukrajinu, máme aj z hľadiska oficiálnych záujmov partnerov a priateľov mimo Európskeho spoločného priestoru a preto logicky tlačíme na to, aby vízová povinnosť mala taký charakter a taký mechanizmus, aby nebránila rozvoju normálnych, či už obchodných, ale aj ľudských vzťahov, alebo turizmu, alebo iných služieb. У нас стратегический партнер – это Россия, но мы также живем вблизи Украины. У нас существуют личные контакты, личные дружеские отношения. Мы хотим всячески сделать так, чтобы не приостановить, а именно развивать эти контакты. И чтобы визовый режим этому способствовал. Takže Slovenská republika je tým členom Európskej únie, ktorý tlačí na svojich partnerov, aby sa tento režim zjednodušoval, aby nebol zábranou na budovaní vzťahov. Словацкая республика является тем субъектом или тем государством, которое давит или оказывает давление на Европейский Союз, чтобы наш упрощался режим выдачи виз, а не наоборот усложнялся. Пожалуйста. Я так думаю, что председатель виза, то, что вы сказали, практически 11 тысяч. Словакия за прошлый год выдала Москва 18 500, а Генеральное консульство Словакии в Петербурге 9 тысяч. А в прошлом году, в 2012 году, Генеральное консульство выдало 1000. На 8 тысяч больше видели, чем в прошлом году. В 2012 всего было 11, а в 2013 Москва сделала от 15, в 2012 даже больше. Да, больше. И то, что говорили, тоже упрощение, оно, можно сказать, без нас тоже мы принимаем электронные, да, все мы принимаем. Мы, естественно, когда, господин председатель, мы когда приходит сотрудничество, есть экономическое, туристическое, турфирм, да, мы даже даем и на 5-летние визы, 2-летние. Фини это не дадут. Фини не дадут. Словакия дает. Это было в конце 2012 года, вице-премьер-министр страны Гил сказал, да, и потом мы узнали, что начали злоупотреблять это, да, и в рамках Шенгена тоже мы предупреждаем, придут к нам, дадут визу, да, но и предупреждаем турфирмы. Немцы, шведы, вас могут обратно отправить. У нас выгода так, господин председатель, что к нам летите тяжело, с Петербурга, у нас в Словакию за российскую часть только с Москвы в Братиславу. То значит, если у нас принесешь билет Прага, Будапешт, Краков и Вена, да, но часто дадут гостиницу, да, мы возьмем и получим визу, гостиница очень. Поэтому злоупотребляют. Так принимают некоторые государства, потому что отправляют. И очень много отказов. Там, например, в Финии вам дадут скорость, не знаю что, и отказ дадут, и все. Они все запускают в шенгенскую систему, как не в Шенгене, в зоне. И там все. И ты не можешь его, даже бы хотел, не можешь выбросить тебя сразу из этой системы, и все. Пожалуйста.